Мы должны своими проблемами заниматься. American boy. Как бы там сейчас не гражданская война не началась. Невозможно в современных условиях без хорошего интернета. Да, у нас минус 50 градусов. Это маленькое какое-то недоразумение. Он должен быть в 2 раза больше, чем на материке. Дальневосточник, это звучит гордо. Федор Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Очередная новость. Ваш однопартиец, депутат Госдумы Гаджимурат Омаров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления звания Героя России, звезды нашему прославленному бойцу Хабибу Нурмагомедову. И как только это предложение прозвучало, началась какая-то просто катавасия. Депутат от «Единой России» и Роднина что-то там начала комментировать. Хинштейн вообще пошел вдаль и сказал, что он не знает, кто такой депутат Омаров. Это вообще, на мой взгляд, нормально такая парламентская этика? Но сначала, по сути предложения, это вопрос президента, и он не нуждается в советах, он сам примет решение. Это первое. Второе, вот то, что касается единороссов, которые задрали вообще нос и вообще зазнали, да, это чуть ли не оскорбительно, когда вот так вот открытым текстом говорит, что я вот не знаю, я вот великий, остальных не знаю. Надо тут вообще в комиссию по этике подавать, чтобы разобрались с этим депутатом. Действительно, да, все-таки депутат избран от целой республики Дагестан, и это, конечно, оскорбительно. Но больше всех, наверное, сейчас разговоров и в интернете, да и на кухнях, наверное, о том, что происходит в Соединенных Штатах. Выборы, Байден, Трамп. У меня в этой связи вопрос. Вот месяц нам всем полоскают мозги. С каждого утюга звучит информация об этих американских выборах. Неужели наша страна так сильно зависит от того, кто станет президентом США? Знаете, я отвечу немножко неожиданно, да, значит, мы должны своими проблемами заниматься. Вот пропагандоны, они вот нам запутывают мозги для того, чтобы мы отвлеклись от внутренних проблем и как бы увлеклись проблемами Америки, да. Мы должны своими проблемами. Нам не важно, кого изберут. С любым, вот президент сказал, с любым избранным будем работать. Самое главное – это заниматься нашими внутренними проблемами. Любой, который будет избран, он к нам с любовью относиться не будет. Действительно, сейчас наверняка наши многие сограждане, россияне посмотрели, как это происходит все в Америке. Вот эта вся такая американская мечта, которая была навязана нам в 90-х, она, наверное, сейчас просто рассыпается, потому что они видят и понимают, что этот светоч демократии вовсе совершенно не демократичный, совершенно непрозрачная система выборов. То есть голосует одно количество живых людей, потом голоса выборщиков совершенно как-то по-другому это все конвертируется. Вот на ваш взгляд, может быть, вся эта ситуация все-таки откроет глаза нашим россиянам, и они все-таки поймут, что наша избирательная система, наша демократия все-таки более демократична? Смотрите, я вспомнил песню, да, American Boy, вот действительно нам глаза зашорили, да, то там все красиво, все хорошо. На самом деле мы отдельная цивилизация. Россия – это отдельная великая цивилизация. И мы в соответствии со своими традициями строим свою политическую систему. И она ничуть не хуже. Конечно, есть недостатки, но она ничуть не хуже. Вот возьмемте президента, да? Вся страна, каждый гражданин избирает президента, а там какие-то выборщики, там кого-то, чего-то там абсолютно непонятно. Поэтому у нас все равно лучше. И действительно, если посмотреть на то, что сейчас происходит вообще во всем мире, в тех же Штатах с этими выборами, непонятно, у них там миллионы, сотни миллионов огнестрельного оружия на руках, как бы там сейчас не гражданская война не началась. Посмотреть то, что происходит в Европе, Париж, Вена, в России совершенно это же немыслимо. Да, вот когда мы смотрим на Европу, то чуть ли не каждый день там террористические акты случаются, значит, и всякие разные погромы, пожары, там столкновения с полицией, да. У нас этого нет, и это хорошо. У нас традиции свои, у нас законы принятые, которые против экстремизма, терроризма, и государство в жестких руках держит. И самое главное, у нас основа есть, основа, которая называется дружба народов. Мы ее забыли. Это настоящая дружба народов была, и мы не позволим его никому разбить. Согласен. Вы знаете, говоря о дружбе народов, действительно, в составе Российской Федерации невероятное количество различных национальностей, представлены все конфессии. Недавно президент Путин проводил встречу как раз с главами этих конфессий. Там были все. И иудеи, и мусульмане, и христиане, и буддисты. Все. И в этой связи, конечно, в каждом уголке страны свои особенности, есть и свои проблемы. Эта неделя для депутатов Госдумы была региональная.
Я знаю, что вы активно работали со своими избирателями, в своем избирательном округе, даже провели онлайн-прием, так сказать, в тренде режима самоизоляции по видеоконференции. Были разные интересные вопросы, и вот один из них из населенного пункта Нижний Куранах. Давайте послушаем, о чем спрашивали вас люди. У нас, вы знаете, проблема с водой. Вот где требуется вливание именно водоочистных сооружений, да, по реконструкции их. Я вам говорил, что это 2002 вроде год, третий у нас и брюшной тиф здесь был. Ну вот связано это все было с водой. Вот. На сегодняшний день также проблема существует. Проектно-сметную я как бы постараюсь взять это на себя, на муниципальное образование. Ну а в дальнейшем хочу рассчитывать на вашу помощь. Еще такой момент, Федор Семенович, вот сегодня интернет отсутствует. Это не только нужно мне, это нужно сегодня, вы же сами знаете, если в переводе детей там на дистанционное обучение и так далее, сегодня без него никак. Вот. И сегодня Ростелеком у нас сегодня заявки поступает, отказывает только, пишет, значит, нету технической возможности. Федор Семенович, ситуация действительно вопиющая. Как это, 20 лет назад в этом месте был ТИФ, и до сих пор проблема с водой не решена. Как здесь можно помочь жителям? Мы с вновь избранным главой Нижнего Куранаха договорились. Значит, он как муниципалитет возьмет свою часть функции, они сделают, проектно-сметную документацию, потом уже подключусь я, вместе будем искать источники финансирования, за счет чего все это сделать. Вот водоочистные сооружения, это действительно люди должны жить, чистой водой они должны пить. Поэтому мы эту проблему обязательно в ближайшие 2-3 года, думаю, решим, но нужна прежде всего проектно-сметная документация. Но это просто без этого никуда. А то, что касается встреч онлайн с моими избирателями, это вынужденная мера. В Якутии сейчас коронавирус, он как бы северствует, да, и глава там принимает меры, и все работают, но и возмущения много, да, поэтому там риска встречаться офлайн с людьми, это опасно. Это подвергать и себя, и других, и своих близких этой опасности. Я как ответственный человек не могу, но и встречаться не могу. Поэтому вот такая онлайн-встреча. И буду это продолжать делать. Вот дело как раз касающееся дистанционных встреч и дистанционного образования, это очень важно же наличие сигнала интернет. И вот как раз второй вопрос, который задавали оттуда жители. Проблема с интернетом. Почему-то Ростелеком не хочет заходить, не хочет выполнять свою работу. Я знаю, что вы решили обратиться с депутатским запросом. Скажите, как будете действовать? Какие пути решения здесь есть? Вот с интернетом, проблема интернета, цифровым неравенством у нас в Якутии, в целом на Дальнем Востоке, я занимаюсь давно. И то, что сказали Ростелеком не хочет делать, якобы у них денег нет, хотя в целом Ростелеком многомиллиардные доходы получает, будем добиваться, обязательно депутатский запрос отправлю, и будем добиваться, чтобы именно конкретно в этом населенном пункте вопрос с интернетом был решен, потому что это просто повседневная жизнь, и люди находятся на самоизоляции, дистанционное образование, потом ЕГЭ наступит, да, это невозможно в современных условиях без хорошего интернета жизнедеятельности, поэтому это будем добиваться цифрового равенства наших людей со всей страной. Мы обязательно в следующих выпусках расскажем о том, какой результат мы получили, какие были действия предприняты чиновниками. Еще был вопрос из Нерюнгри. Я знаю, для вас это близкий город, он совершенно не чужой. Даже, насколько я знаю, юбилей в этом году. 45 лет города Нерюнгри, последнему городу Советского Союза. Для нас, первостроителей, город Нерюнгри – это наша юность и наша гордость. Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить. Есть такая песня. Это про нас, которые строили город Нерюнгри. Поэтому я от всей души поздравляю всех жителей Нерюнгри, всех первостроителей и всех тех, кто каким-то образом причастен к этому городу Нерюнгри, с юбилеем, 45-летием, удачи, успехов, любви и счастья, конечно. Сегодня Нерюнгри, она динамично развивается, и угольная промышленность тоже динамично развивается. Сначала там построили город для 13 миллионов тонн, сегодня уже говорим только об одном разрезе, да? Там будет
30 миллионов через несколько лет, так что все растет. Ну и давайте послушаем, что интересует людей из Нерюнгри. Можно ли организовать независимую комиссию по оценке качества бензина в городе Нерюнгри? Оценки чего? Оценка качества бензина. Бензин. Очень много вопросов и сомнений, поэтому тоже в этом мы нуждаемся, в какой-то комиссии, чтобы могли нам как-то решить нашу проблему. И второй вопрос. Мы все знаем, что недавно у нас вышла премьера фильма «Дагындархан», но мы, опять же, город Нерюнгри, очень в этом ограничены. Наш почему-то кинотеатр единственный в городе не идет на более выгодные сотрудничества и составление договора с Якутском. Может, вы как-то посодействуете, потому что у нас очень много желающих, которые хотят просматривать фильмы на якутском языке. Но очень сложно добиться контакта с нашим директором. Может, как-то тоже посодействуете? Федор Семенович, ну, получается, что бензин-то, это же вообще, наверное, особенно для такого региона, как Якутия, ну, это жизнь, как это без горючего это никуда не добраться. Когда люди говорят о том, что качество бензина плохое. И она, естественно, портит машины быстрее выходят из строя. У нас не просто, вот, допустим, там, тепло, жара, да, у нас минус 50 градусов, и вдруг машина из-за плохого бензина сломалась. Это же опасность для жизни, понимаете? Поэтому я обязательно к этой проблеме подключу контролирующие органы, и мы проверим качество бензина, выясним, это миф или это реальность, что там плохой бензин. Но, естественно, если найдется поставщик, который некачественный бензин поставляет, значит, я думаю, что правоохранительные органы этими людьми займутся. Ну, действительно, ситуация вопиющая. Надо прям общественный контроль здесь подключать и независимые экспертизы провести и разобраться. Но меня вот больше, знаете, порадовал, даже как-то так вот стало ласково на душе, вот, что не показывают на якутском языке фильмы в городе, в Якутии. Что за проблема? Почему кинотеатр не идет навстречу жителям? Что здесь можно сделать? Ну, я думаю, что я свяжусь с министром культуры Республики Саха-Якутия и с главой города Нерюнгри. Значит, эту проблему решим. Но это маленькое какое-то недоразумение. Ну, то есть это просто недоразумение? Я так думаю, что это маленькое недоразумение. Но для людей это крайне важно, конечно. Поэтому надо... Они хотели бы одновременно с городом Якутским посмотреть, но им говорят, вот мы или не можем, или не хотим, или еще какие-то причины десятка находят, чтобы не показать. Можно было сказать, вот мы через какое-то время пустим это все в прокат, и все желающие могут посмотреть. Это такие же граждане Российской Федерации. Если в Якутске можно, то почему нельзя в Нерюнгри? Поэтому мы добьем этот вопрос. Прекрасно. Я думаю, что это будут люди благодарны. Я знаю, там было очень много у вас вопросов, и вот в частности Арылах, населенный пункт, там вот совхоз новый, передали в ведение Минсельхоза Республики, людей сокращают, переводят на временные договора. Да, это речь идет о Мирнинском районе, вот алмазодобывающем районе, где добываются чуть ли не все алмазы Российской Федерации, так? И там есть такой совхоз, который обеспечивает мясом, молоком алмазодобытчиков, да. Он был раньше в ведении Алроса, но вот Алроса как бы избавляется от таких непрофильных активов, так называемых, да. Какой непрофильный, если он их людей кормит. Но передали Минсельхоз, значит, ведение Минсельхоза, а людей посокращали. Теперь их берут на работу по контрактам, да, на 1-2 дня, и все. Поэтому люди хотят постоянства, стабильности, нормально работать. Значит, этим вопросом тоже обязательно займемся, обратимся в Минсельхоз. И надо создавать рабочие места. Тем более потребности в сельхозпродукции в Мирнинском районе, они никак не обеспечиваются этим совхозом. Надо наращивать производство и мяса, и молока, и другой продукции. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос тоже будем продвигать обязательно. Ну да, действительно важно, люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Ну и вообще говоря о Якутии, да и, пожалуй, наверное, обо всем Дальнем Востоке, там помимо вот таких вот локальных, сегодняшних, там, 7-минутных проблем, существуют проблемы и системные. Население тает, люди стараются уехать из региона. Я знаю, что вы на одном из недавних заседаний Государственной Думы выступили с интересной идеей. Давайте послушаем ваше выступление с трибуны Госдумы.
Несмотря на огромное внимание к Дальнему Востоку, которое уделяет наш президент Путин Владимир Владимирович, вот недавно и премьер-министр Мишустин был на Дальнем Востоке, социальное самочувствие дальневосточников, она не улучшается. Это видно и по событиям в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока. И люди уезжают с Дальнего Востока. Почему это происходит? Мы считаем, что надо принять кардинальные меры, чтобы социальное самочувствие, желание жить и трудиться, творить на Дальнем Востоке, на северах, она сохранилась, а еще больше развивалась. Поэтому я вот разработал законопроект. После заключения правительства я внесу его на ваше рассмотрение. Это должно называться так «Дальневосточный капитал». Федот Семенович, ну, вроде так со стороны вот звучит, ну, красиво, «Дальневосточный капитал». Мощная история. Расскажите, пожалуйста, как это должно работать, как вы это видите, и почему вы вообще вышли с этой инициативой? Знаете, вот о развитии Дальнего Востока чуть ли не как национальной идеей всей Российской Федерации говорит первый руководитель страны, президент страны. Но правительство, оно чем сейчас занимается? Да? Главным направлением развития Дальнего Востока определили территории опережающего развития. Что это такое? Это когда инвестор приходит, вкладывает деньги, оттуда выкачивает богатство, продает и все. А вот те, кто там давно живут, трудятся и хотели бы работать, они остаются в стороне. И поэтому люди уезжают. Люди уезжают, а надо людей там обживать. Они же уже привыкли там жить, готовы работать, адаптированные люди. Им надо возможность дать жить и социально себя почувствовать увереннее. Поэтому надо людей вкладывать. Людей вкладывать, а не только вот в земли, чтобы там изъять богатство. И при этом привозить совершенно, значит, из других территорий людей на вахтовый метод и так далее. Поэтому вот такое предложение. Вот раньше при Советском Союзе заработная плата, она была 2,5 раза больше, чем на материке. 2,5 раза. Значит, райкоэффициент и северная надбавка. Северная надбавка человек зарабатывал в течение 5 лет до 80%. Первые 3 года, это каждые полгода, потом год и 80%. И поэтому, значит, для того, чтобы люди там жили, рожали и чувствовали себя нормально, значит, дальневосточный капитал должен быть, вернее, материнский семейный капитал, в первую очередь, он должен быть в 2 раза больше, чем на материке. Это логически очень понятно. Второе. У нас огромные расстояния. Огромные расстояния, и люди тратят, значит, огромные деньги для того, чтобы летом отправить детей отдыхать, самим ехать отдыхать, или просто куда-то там немножко перемещаться. Да? Надо обязательно транспортную проблему для людей, для конкретного человека решать. Поэтому значит, я предлагаю, чтобы каждому человеку 10 тысяч ежегодно давали, чтобы он использовал для своих транспортных расходов. И самое главное, значит, человек, он должен чувствовать себя россиянином, дальневосточником, да, потому что дальневосточник – это звучит гордо, но это звучит сегодня пока бедно. Поэтому вот карточка дальневосточника должна быть, где все льготы, все вот эти дальневосточный капитал, эти транспортные расходы и другие социальные, значит, льготы должны быть заложены в нем. И такая карточка должна быть. Вот москвичей, есть же такая карточка москвича. На население меньше, чем в Москве, на всем Дальнем Востоке. Это спокойно правительство наше может решить. Тогда бы у людей появилась бы социальная уверенность, что государство о них заботится. И государство и в них нуждается именно на Дальнем Востоке, а не где-нибудь там на югах. Поэтому это надо обязательно сделать. Мы будем бороться за это. Ну, я знаю, что вы внесли уже проект закона в правительство. Ждем сейчас отзыв. Отзыва, да. Ну, там порядок такой. Там требуется бюджетное ассигнование, поэтому в первую очередь по нашему алгоритму правительство должно дать свои заключения. Потом я буду вносить на рассмотрение Государственной Думы. Понимаю, что это вопрос нелегкий и несколько неожиданный, да. Все время говорили про капитал, про инвестиции, привлечение и так далее. А тут надо людям открывать счета и людям давать деньги. Это несколько неожиданно, но вся мировая практика-то. Вот Аляску как они осваивали, да? Там для каждого родившегося $1000 давали. И вот эти все транспортные льготы и прочие дела. И, естественно, люди, которые хотят работать на Аляске, там, да, и они работали во благо страны. И мы тоже можем это все сделать. Ну, на Аляске там вообще у них базовый доход порядка $10 000 в год на каждого жителя. Аляски чистыми деньгами. По сравнению
тем, что я предложил, это копейки. Конечно, но и тем более у нас есть ограничения на трату материнского капитала. Это либо пенсия, либо образование. Кстати, вот эти деньги, дальневосточный капитал, в основном для приобретения жилья, решения, значит, для своего дела, там, для бизнеса, да, это надо вкладывать только на территории Дальнего Востока. Но вот лечение, образование, конечно, по всей стране. Поэтому это как раз вложение капитала, именно денег именно на Дальний Восток. То есть деньги придут и будут работать на этой территории, которая в ней нуждается, на благо людей. Но будем надеяться, что правительство все-таки рассмотрит и адекватно отреагирует. Хотя, конечно, учитывая министра Силуанова, есть большие сомнения в его адекватности. Но еще одна новость. Ваша фракция «Справедливая Россия» и лидер Сергей Миронов буквально на этой неделе сказал о том, что внесен законопроект в Государственную Думу, который должен существенно увеличить штраф для тех чиновников, которые игнорируют запросы СМИ. По той или иной проблеме сейчас штраф составляет около 5000 рублей, предлагается кратно увеличить до 50 тысяч рублей. С чем связана инициатива, как ее оцениваете? Смотрите, средства массовой информации, СМИ – это, можно сказать, орудие демократии. И люди напрямую к ним обращаются, люди и средства массовой информации вскрывают, раскрывают, показывают проблемы, ну и успехи показывают, да. Но если есть какая-то проблема, если они обращаются, значит, чиновник обязательно должен ответить. Но сегодня какая практика? 5000 для них это не такие большие деньги. Поэтому раз это четвертая власть, ее надо уважать. И у нее должен быть не только вот пряник, но и должен быть кнут, который бы спросил каждого нерадивого чиновника. Поэтому вот мы и внесли такой законопроект. Ну, законопроект разработан вместе с Союзом журналистов. Я думаю, что, в принципе, инициатива очень своевременная и справедливая. Ну, и наша фракция большинства, товарищи из «Единой России», ну, не должны здесь соскочить, должны вас поддержать. Спасибо большое, Федот Семенович. Обсудили актуальную повестку. Ну, а вам, друзья, я рекомендую подписываться на YouTube-канал Тумусов ТВ. Обязательно оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Мы их будем обязательно читать, комментировать и обсуждать здесь, на площадке Тумусов ТВ. Ну и, конечно же, ставьте лайки. До встречи.